Так, посмотрим сейчас игру Индика, которая выйдет 9 мая 2024 года. Это пока что демо-версия. Так что начинаем новую игру. Не знаю, нормально все там. Ну, что-то там графон какой-то такой был, прям лютый. Сейчас, надеюсь, у меня ничего не будет лагать. Так, какая-то женщина. Ой, извините. Да что такое? Ой. Эй, с вами все в порядке? О, озвучка. Простите, можно, пожалуйста, я смотрю? Да что смотреть? Укол мне сделать лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты и до вечера не доживешь. Ты говоришь прям как наш тюремный доктор, прям слово в слово. Только это было уже больше недели назад. Чего у него с рукой? Ничего не сделал? У него из инструментов, кроме тазика ржавого, и не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно и должно быть. Только так и должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Здорово. Ему руку надо ампутировать. Она у него какая-то вся уже все Вставай, уже. если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. Жесть. Ох, Так. Начинается геймплей, нет? Еще нет. Что-то мне это метро напоминает, наверное, потому что озвучка. А что значит говорил с Богом? Чё? Прикольно. Руку? Видела руку? Так уже неделю. Или больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писанному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда ушел. Каждый, блядь, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Ой, ой, ой. Взять меня в заложники божественный план? Да я понимаю, что ты думаешь, но вспомни, в Евангелии Да, я отдал отец все деньги блудному сыну. Не любимому, тому, который хороший, а бандиту, тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, убирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде. Рябь идет. И как будто шепот. У меня тут Я в допил левом и- углу какой-то Ты этот. в чашке Бога услышишь? Вы, наверное, Чашки, не да. видите Да не в том суть. какие-то Я- очки или что я тебе это? покажу, когда 1490 из 1630. Смотри, водонапорная башня. Значит, за мельницей станция. Зачем станция? Нормально едем. У нас топливо на пару верст. Я тебя без пары не утяну. Может, лучше в объезд? Монахи не офицер, кому какое дело? Телеграфные столбы, видишь? Хотя провода оборваны. И дорога. По ней давно никто не ездил.
Музыка какая-то странная была вообще. Чё к чему? Какой-то странный это транспорт. Что это такое? То мотоцикл, то ли что? Непонятно. Блин, очки так давят. Все, я не могу уже все в очках сидеть. Ох. Жесть. Ох. Долгая загрузка. Сейчас же еще, кстати, этот вышла смута. Я не знаю, сколько она стоит. Ну там тоже что-то какие-то пока баги Специально есть. проезд перекрыли. Тормоз проржавел. Надо найти, чем гайку сорвать. Ёбаный. Немножко подлагивает. В панамку накидали. О, прикольное. Прикольное управление. Так, а что, нам тоже надо толкать? Ой. Ты чё? У меня уже какой-то прогресс есть, уже что-то Странно так. Почему это напоминает Резидент? Потому что деревня. Вау, прикольно. У меня теперь стало 1583 из 1630. Ух ты. Житие угодника Божия Варфоломея. Святой отшельник Варфоломей был так кроток нравом и благочестив, что его не боялись лесные звери. Он кормил птиц, белок, змей, и даже медведь приходил к нему полакомиться вареньем, которое Варфоломей варил из лесной земляники. Однажды у Варфоломея с медведем завязался спор, который они никак не могли разрешить. Дошло даже до драки, в которой Варфоломей ударил медведя топором. Увидев, что натворил, Варфоломей упал на землю и катался по ней, слезно прося прощения у медведя и у Господа. Ух ты. Уровень 9, ваш текущий уровень. Тут уже какой-то уровень уже появился. Раскаяние. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 35 дополнительно. Вина. Получить 75 очков прямо сейчас. Тут какой-то путь, короче, можно еще выбрать. Прикольно. Так, ну тут вроде ничего такого нет. Еще так как будто это пиксельная игра. Так прикольно сделали. Задумка неплохая, в принципе. Мне нравится уже. Ай, мои глаза. Так, ладно, тут делать нечего. Такое чувство, как будто сейчас эти всякие вампиры-оборотни нападут, зомбари там. Нашла? Пока нет. А что нам надо найти? Так. Туда меня не пускают.
Да, атмосфера ризик. Сарай! Может, там что-то есть? Только надо найти ключ или что? Так, бегать мы можем с разбегу. Может, я там что-то пропустила? Ключ какой-нибудь, может. Топор? Нет. Чего? Кого? Я почему-то думала, что это какой-то хоррор. А тут как-то это... Ну, может, местами, наверное, будет потом хоррор. Я даже не посмотрела жанр. Что я это... Монашка. Так. Ключ надо найти или что? Я не пойму. Сейчас, погоди. Может, с ним надо поговорить, нет? А, вот окно же есть. Точно. Ой, там кто-то валяется. О, Господи, это кукла. Ужас. Блин, прикольно. Это какой-то чекпоинт, может, или что? Так, тут закрыто. Житие святого Иоанна. Однажды преподобный Иоанн упал в яму. Он был богобоязненным и кротким монахом, поэтому смиренно стался сидеть в яме. На третий день Иоанн усомнился, не принял ли по малодушию испытания Господа за его волю, сидеть ли ему на дне ямы в нечистотах своих или вылезти на свет Божий. Взмолился Иоанн к Господу, и в тот же момент послал Господь Иоанну знак. Еловая ветвь свесилась в яму, Иоанн схватился за ветвь и выбрался из ямы. Выбравшись, он горько заплакал, осознав, что поддался в прелести и гордости искушению бесовскому. В ужасе Иоанн снова прыгнул в яму и стал молиться Господу о прощении. Господь простил Иоанна и наградил его многими духовными дарами. Так, хорошо. Прыгать будешь? Ой, господи, женщина. И это Господь, и Иисус Христос. И это Господь, и Иисус Христос. Так, нет, тут нет. О, лестница. Лестница. Чё, куда мне ее? А, сюда? Нет? Блин, не надо было эту лестницу брать сначала. Погоди-ка. Бери ее пока. Так. А, тут закрыто. И тут тоже вроде закрыто было, да? Так, там, походу, есть дырка. Тут, наверное, можно забраться. Так. Во. Ой.
по этому запаху. Какой запах? Гаечный ключ. Индика легко могла на глаз отличить ключ на 5 от ключа на 40. Этот был где-то между. Ее зовут так, что ли? Индика. Индика. Параскева Пятница. Павел Сергеевич, папа Индики, называл Параскеву Пятницу бабьей святой. Наверное, потому что девки использовали икону в гаданиях, приговаривая: «Пятница, Прасковья, покажи мне жениха поскорее. Прости, Господи». Скорбь 4. Каждый раз, когда вы набираете очки, у вас есть шанс получить 1,46 больше. Стыд 4. Каждый раз получая очки, получи 8 дополнительно. Стыд. Стыд и срам. Так. А что еще тут есть? Ладно, ничего нет больше. Ну чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Ща. А как мы забирались? А, сюда лестницу, походу, надо. Ща. Ебать! Господи, помилуй. Это что такое? Просто собака, ты чего? Навижу. Давай быстрее. Собака? Я думала, это медведь, блин, какой-то там. Не сказала бы, что это собака. Тихо, тихо, дружок. Мы тебя Какой не... нахрен дружок, ты С чё? ума сошла, бежим. Ты дура, что ли? Блин. Интересно, она выдыхается? Кудец. А вот и сказочки кудец. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой, то есть. Зачем? Зачем, реально? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Ты мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На. Я тоже так же сижу, как Боб. 20 марта в городе Спасове в соборе Иоанна Дамаскина. Единственное рациональное средство от бесплодия, пьянства, супружеской неверности и других телесных и душевных недугов. Тот самый кудец.
Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился. Дело не в инструменте, а в том, что нельзя человека спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? Я ничего не понимаю, что происходит. Бесноватых курс уводят. Всех водят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Сади-ка меня. Я-то, Я блин, тебя? тоже. Да, Если ты в ахуе, то меня. я вообще, блин. но потом тут. не вытащишь. Давай. Ничего себе, монашка. О, молодец. Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой. Сейчас. Ну что там? Так, это надо двигать? Высоко. Сейчас Или я чё? А, тут, найду что-нибудь подставить. тут есть этот проход наверх. Ой, тут что-то так темно. О, тут какая-то пропасть. Так, ладно. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про кудеца и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом. А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? В 2 раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить 2 письма, это как прочитать Я не одно. понимаю, что происходит А вообще. скажем, украсть. Я как Деньги, Бузова сейчас. рубль стянуть. Хуже. Хуже. Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпитемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Тут что, бесконечное, что ли? А, нет. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, а в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за тут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. А? О, Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. какой-то змей-искуситель, что ли, там у него внутри в голове сидит или что? Не надо, не открывай. А эти возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло.
Выперли, это же надо. Где ж такое видно? Даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. Тогда никто же, возможно, помощь нам будет нашим судьям над тем же преступником. Зажмите, чтобы помолиться. Посадят рано или поздно и из тюрьмы выпрут. Я не знаю, кого, как обещаю бессмертному царю и коим дерзновение возлюбленному сучу полную особо честные единородные души святой помилуй нас, слава Отцу и Святому Духу и ныне присно во веки веков. Аминь. Связано именно пленницам грехов, сожжем людьми страстными и бедными. Куда ж теперь-то? Столько вариантов. А Варвара, молодец. Эти возразить-то нечем. Мне надо наверх походу. Где ж такое видно? Даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. И сначала тебя из дома. Блин, прикольно, мне нравится. Кого-нибудь, и тебя посадят, но рано или поздно и из тюрьмы выпрут. А мы туда можем папенька залезть? очередную открытку на Пасху отправит. А его веру такая, мол, больше не значится. Выперли. Ай, столько вариантов. А Варвара, молодец. А эти возразить-то как сюда нечем. Бог честно, церковь благородно поет, Ну, как еще выше забраться? А, вот. Помилуй, Боже, помилуй, Господи Иисусе Христе, не Боже, помилуй. Нет? Где ж такое видно? Даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. А, ну точно. Это его И голос. сначала тебя из дома выперли, потом из монастыря. Да, это его голос. Кажется, если ты Такое- убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы. Мать Божья, причина во время грешного отец велел Так, избавить теперь меня надо от туда, к поколения нему восставления, подойти. плачу все дни. Отправят. Дело не мысли, сохрани все ни капли слез, это же такосердие, не вознеся. Следи за моей попкой. Следи за моей попкой. Как там моя попка? Ничего себе ты вспомнил, я вообще забыла про это. Точнее, не вспомнила про этот голос. Только сейчас потом дошло. Когда он начал смеяться, я уже вспомнила потом, да. Зажмите, чтобы помолиться. Не, ну а чё, все время Где хоррор, да собака? хорроры, ой. Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова. Чё, за мной будет ходить? Интересно, когда ему урок Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я зажимаю кнопку, и она Я молится. поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают.
В связи с аварией на первом экспериментальном сепарантном ускоритель вход в заводе со стороны дамбы. Ухуй дамбы. Что ты делаешь? А где все? Авария! Взрыв! В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Эти американцы, а? Запад. Загнивающий. И с кривой рукой. Пока непонятно ничего. У нас уже 9 уровень с этот. Первый раз вижу такую демо-версию, где начинается что-то все с середины, а не сначала. Ой. Так, ты чё, куда? Сейчас выйдет этот Итан и будет... О, Господи. И будет убивать зомбаков. Так. Окей. Панагия. Святой Христофор был родом из дикого племени мармаритов, представители которого были огромного роста, ужасающего поведения и имели волчьи головы. Это не помешало ему креститься и проповедовать христианскую веру и мученически умереть за нее. Господи, помилуй. Соник. Так, тут какие-то два пути. Ой. Житие святого митрополита Синеуста. Однажды бес вселился в волосы преподобного митрополита Синеуста. В самые неожиданные моменты волосы у него выпрямлялись во все стороны, как прутья веника, так что во время богослужения у Синеуста подскакивала митра, пугая прихожан. Сколько ни молился Синеуст, бес никак его не отпускал. И вот однажды Синеуст проделал в митре отверстие и, подя в зал туго веревочкой, да настолько туго, что когда вышел на литургии на Иктинью, волосы его вместо того, чтобы сбить привычную митру, воткнулись Синеусту в голову. С тех пор Синеуст стал кроток и неразговорчив, а бесу пришлось искать себе новую жертву. Так Господь проучил беса. Блин, вообще. Что? Это у вас реально такое есть вот у славян? Или это просто так придуманная хрень какая-то? Ничего не понимаю. Господи, помилуй. О. Так, что здесь? Смирение. Шанс получить 60 очков прямо сейчас. Сожаление. Каждый раз получая очки, получив в раз больше. Так. А давайте прямо сейчас получим. Что у нас там? Смирение. Стыд.
раскаяние. Так, окей. Сомнительно, но окей. Жесть, что здесь произошло? Авария какая-то. Какая авария вообще? И куда дальше? Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. А ты прыгать умеешь, нет? Чел. Воу, воу. А, я не поняла. Со мной не сработает. Не та эта весовка. Не уцеплюсь. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. Так, ты этот не хочешь этот посмотреть, что здесь? Ну ладно. А, вот. Ой, господи. То, что надо. Ну, хоть не надо этот равновесие держать, не знаю. Я вспоминаю этот Куари, где там надо было равновесие держать. Самое дебильное, блин. Лед тронулся, мою. Вот тоже, блядь. Гав-гав, блин. Ничего себе, гав-гав. Что за гав-гав? Вот тупая тварь. Твар. Тупая тварь. Чего стоишь? Сколько собаки могут не дышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Так, пойдемте-ка пока туда. На лестницу пока не пойдем. Лестница сломана. Через мельницу придется идти. Мы правильно шли. Угу. Красиво как. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые. Окей. Ну какой-то он такой. Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного. Да не, он на стене снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали, ну, потому что, ну не по понятиям оно. Ясно. Очень интересная история. Ставьте лайки, если вам тоже понравилась эта дальше? история. Лифт! Мгм. Лифт. А там что? Вот и привод. Смотри, какая красота. Планетарная передача. Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Понятно. Да он не работает ни хера. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Похоже, просто надо шпонку целую найти. Понятно. Шпонка сломанная, вставляется в паз соединенного. Ага. Это сломанное все. Так.
Ой. А, вот. Чего там, Так, ну там, походу, надо было квадратную, да? Ой, нет. Это шпонка, предохранитель. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. А там какой-то прямоугольный шпоник. Шпуник. Вот он. А, нет, это книга. Житие святого Ионы. Святой затворник Иона в первые монашеские годы сожительствовал в скиту с прозорливым старцем Оптатом, который был известен тем, что всячески испытывал и искушал братью. Не стал исключением и Иона. По утрам Оптат прятался под лавку и неожиданно с криками выпрыгивал из-под нее на Иону. Во время трапезы он с криками кидал Ионе в пищу мушек и сажу из печи. Когда Иона молился, Оптат с криками выбивал из его рук молитва слов, а когда Иона ложился спать, Оптат с криками бил его по животу горящей головней. Головней. Да шо ж ты так лагаешь-то? Так, а тут что? Тут ничего. Я не знаю, я... Нет, это сломанное. Ну там какие-то, это... Блин, я не знаю, попробую эту, короче. А, правильно? Найс. Вниз! Чё? Мешает чего-то. Не могу спуститься. Наверх! И что? А, блин, назад пришла, что ли? Вниз! Спускаюсь. А, я поняла, что там мешает. Давай наверх! Поднимаюсь. А чё, а мне как залезть? Тут вот какая-то хрень мешает, короче. А нам куда? Так, вот это больше не надо вроде трогать. Так, туда не надо. А, опять что ли таскать? Спускайся! Ой. А, все, поняла.
Может, ты мне поможешь? А, Наверх! Поднимаюсь. может, сюда надо? Спускайся! Спускаюсь. Не раздавит? Ой, господи. Ох, ёпт. Вон наш выход! Ты это, по доске предлагаешь идти? Боишься высоты? Не. Чего? В какой доске? А, вот здесь что ли? Ой, нет, блядь. Я только что говорила про равновесие, сука. Я говорил, надо было в объезд. Ты в цирке был? Был. What? В смысле? Вот как надо. А, все. Логичный конец. Да ты что? Блин. I'm so stupid. Как печально. Жесть. Давай.
нахуй просто. Ну, блядь. Мы ее убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешная. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака. Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно. А в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты видишь беса, с собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом, завидует, вожделеет, даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару. Завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил? Thank you for playing. Мгм. Что только что сейчас было? Объясните мне, пожалуйста. Что это такое? What? What? Оказывается, это имя этой монашки Индика. Понятно, да? Мгм. Ай, вот такая вот игра. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, это какой-то вообще бред. Ну, мне немножко понравилось, но это как-то странно. Я такого, конечно, давно не видела. Это какой-то вообще, я не знаю, что курили разработчики. Ладно, все. Всем пока.